где свет падает, и где тень. И тогда тебе легче будет перейти, там переход, как в рисунке блик, светотень, полутень, тень, знаешь, только в цвете. Все это ты показываешь переходом. Все те же занятия, но уже на новом месте. Краски, кисточки, палитры наготове, значит, можно приступать к основному делу. Али Марчаков – единственный мальчик во всей группе, и символично то, что он сегодня рисует именно джигита. Мне нравится рисовать красками, потому что с красками рисовать это ярко и красиво. Я люблю рисовать животных, деревья, растений. Своих самых маленьких воспитанников художественная школа теперь ждет на Зрановском дворце культуры. Здесь дети будут изучать основы бисероплетения и рисования. Занятия 3 раза в неделю по 5 часов. Этого времени достаточно, чтобы написать картину. Портреты, натюрморты, пейзажи. С чем именно дети уйдут счастливые домой, они решают сами. Мы занимаемся по 3 программам. Это Неменский, Кузин. Еще дополнительно мы с педагогами составили дополнительную методическую литературу именно для наших учащихся художественной школы. По тем программам занимаются, значит, в школе, а вот остальные педагоги, как я сказала, для начинающих классов, они преподают именно здесь, в Доме культуры города Назрань. Произведения искусства здесь создают не по отдельности, а все вместе. Кто-то подскажет цвет, кто-то форму, и вот готовый рисунок на всех полотнах. Пока одни творят красками, другие пробуют себя в декоративно-прикладном искусстве. Лейла Нуржоева год занимается бисероплетением. За это время девочка смастерила для себя и своих подруг кольца, ожерелья и цветы. На этом останавливаться не собирается. Я наматываю немного сюда бисера и закручиваю. Так у меня получается лепесток. А что потом нужно сделать? Потом нужно докончить, закрыть и получить вот такую вот основу. А кому ты собираешься этот цветок подарить, когда закончишь? Ну, наверное, вам. Таков основной принцип работы юных мастеров. Творят ради других, дополняя жизнь яркими красками. Творческая манера передается от преподавателя к ученикам. Фируза Дарсигова признается, работа ее наставника отличается разнообразием необычных сюжетов. Несмотря на то, что девочка собирается поступать в мед, уверена, что этот опыт ей будет полезен. Я думаю в будущем, что мое хобби мне пригодится, чтобы дополнительно других обучать и так подзарабатывать. А как ты можешь описать своего учителя? Какой он? Добрый, ему рассказывает понятно. Ее преподаватель Танзила Кадзоева – народный художник республики. Основной принцип ее работы – позволить детям расширить границы зоны собственного комфорта, разбудить свой талант. Кстати, как только окончательно установится солнечная погода, художники начнут рисовать в технике пленер. Наш контингент, большинство, как они относятся, что считают это несерьезным. А когда сталкиваются за пределом, они говорят, это настолько нужно, что они приходят, даже просят, дайте нам мастер-класс, несколько уроков, чтобы мы хотя бы понятия имели. Потому что в любой сфере, даже если ты идешь информатика, это все нужно. И поэтому я, ребята, говорю, учитесь, в любом случае это не помешает. И это разгрузка психологическая. На сегодняшний день в художественной школе обучается порядка 300 воспитанников. Половина из них планирует поступить в высшие учебные заведения по творческим направлениям. Воплотить свои мечты в реальность и показать все самое красивое на холсте для этих детишек не проблема. Тем более с такими опытными преподавателями сделать это можно одним движением кисточки. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.